Добрый вечер. Вы смотрите программу «Территория права» и я, Елизавета Чистоедова. С 1 января в России стартовала декларационная кампания. Все налогоплательщики, обязанные задекларировать свои доходы, должны представить в налоговый орган декларацию по форме 3 НДФЛ. В этом году сделать это необходимо не позднее 2 мая. Итак, мы сегодня на эту тему побеседуем с заместителем начальника отдела оказания услуг Управления Федеральной налоговой службы Николаем Аркадьевичем Федоровым и главным налоговым инспектором отдела оказания услуг Управления Федеральной налоговой службы Валентиной Владимировной Яковлевой. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, как у нас проходит декларационная кампания? Кампания у нас продолжается. Кампания ежегодная, то есть каждый год проводится. Началась она с 1 января и будет продолжаться до 30 апреля. В этом году 30 число у нас выпадает на выходной день, соответственно, он перенесен на 2 мая. То есть это крайний срок 2 мая. Надо предоставить декларации по доходам, которые получены в 2022 году. И как у нас граждане добросовестно подходят к этому? Обязанность возникает только у тех, кто в прошлом году получил доходы, например, от продажи транспорта, земельных участков, квартир, жилых домов, которые были в собственности менее 3 лет. То есть это не все попадают в эту категорию. И, конечно, у нас информация идет, мы народ информируем. Соответственно, все граждане, которые получили доходы, должны отчитаться. Также отчитаться должны те, кто получил от неблизких родственников какие-то подарки, наследство. Если получили доходы от сдачи в аренду имущества, также если получили по договорам, по каким-то услугам, оказанным лицам, получили доходы, то тоже должны предоставить декларацию. Также в рамках декларационной кампании должны отчитаться нотариусы, адвокаты и индивидуальные предприниматели, которые на общей системе налогообложения. А есть нарушающие закон граждане у нас? Пропускают там сроки. Есть лица, которые не знают сроки и не знают, что они обязаны задекларировать эти свои доходы. В основном это по продаже транспорта. Люди продают машины и не знают, что им нужно будет отчитаться. Хотя в нотариусах, в местах, где делают договора купли-продажи, им об этом сообщают, что нужно будет задекларировать свой доход. Но человеческий фактор, обычно люди об этом забывают. И мы как раз напоминаем, что нужно обязательно отчитаться по продаже машины, по продаже квартир. Если срок менее 3 лет, надо будет обязательно задекларировать. А если налоговый агент не удержал НДФЛ, допустим, с полученного налогоплательщиком дохода? Да, в этом случае тоже физическим лицам необходимо будет подать декларацию. Налоговые агенты у нас обязаны давать информацию, удержать налог в момент выдачи дохода, но если есть случаи, когда они не могут или как-то не удержали, то они направляют информацию в налоговые органы. Соответственно, у нас есть информация, что человек получил доходы, и этот человек обязан декларировать свой доход. В этом случае мы рассчитываем, налоговые органы сами рассчитывают доход и направляют такую информацию вместе с уведомлением на уплату с имущественными налогами. То есть это срок у них тогда будет, получается, 1 декабря. А если этот срок нарушат, чем вообще грозит? С момента, когда они пропустят срок уплаты, у них будут начисляться пени. У нас с 1 декабря, а со 2 декабря у них будут начисляться пени. И в следующем году, если они не погасят, им направляются требования на уплату. И если они в таком случае тоже не оплачивают свои налоги, то будет взыскание по судебному порядку.
То есть А большие. по декларациям, которые, да, обязаны предоставить вот именно в срок до 2 мая, да, если человек пропустит этот срок или не предоставит декларацию, соответственно, работают уже нормы налогового кодекса, да, соответственно, идет штрафные санкции. Штраф может быть от 5% до 30% неуплаченной суммы налога, да, и это минимальная сумма 1000 рублей. То есть если пропустили, опоздали, то 1000 рублей уже как бы капнуло. То есть опять же, да, человек должен, получается, больше, чем надо. Поэтому пропускать сроки не рекомендуем. Вот декларационная кампания продолжается до 2 мая, еще раз говорим, и ждем декларации. А если на детей прописаны вот доли с родителями, как они должны отчитываться? Если у них есть доли, да, то также действуют с момента получения этого имущества. Например, если они получили в 2020 году и продали в 2022 году, то срок владения у них только 2 года. И по налоговому кодексу и по гражданскому кодексу, да, ответственность несет их родители, так как они несовершеннолетние до наступления 14 лет. Да? И поэтому это ответственность. До 18, До наверное. 18, до 18 лет. И семейный кодекс тут работает, да, обязанность возникает у родителя, да, и они обязаны в этот же срок подать декларации за своих детей. В 2023 году отчитаться о доходах по форме 3 НДФЛ должны физические лица, которые в 2022 году продали недвижимость, находящуюся в собственности меньше 3-летнего срока владения, получили дорогие подарки не от близких родственников, выиграли небольшую сумму в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников. Обращаем внимание, что с 2022 года действуют нормы, согласно которым в случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 миллиона рублей, а иного имущества до 250 тысяч рублей в год, налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию 3 НДФЛ. Вот сейчас у нас очень многие сдают квартиру, дома там, да, под гостиницу, под просто вот жилье. Если человек вот сдает в аренду квартиру или дом, как он вообще вот должен отчитаться о доходах? Ну, конечно, если в прошлом году получил человек доход от сдачи аренду, да, то, естественно, возникает обязанность подать декларацию и уплатить налог с дохода. Ну, у нас вот с 2020 года, с 1 июля, введен такой налог на профессиональный доход. В обыденности мы говорим налог на самозанятых, да. Если человек зарегистрировался в качестве самозанятого, то у него получается ставки меньше, да, то есть эта услуга сдача в аренду включена в перечень, соответственно, он может уплатить налог в размере 4%, если оказывает услугу физическим лицам, и в размере 6%, если сдает вот аренду, да, юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям. Но если человек не успел еще зарегаться, да, вот самозанятым, то, конечно, за прошлый 2022 год он обязан будет подать декларацию по форме 3 НДФЛ, и в этом случае налог, конечно, удерживается с 13%. То есть самое главное здесь нужно Вовремя зарегистрироваться. зарегистрироваться, да, и воспользоваться вот такой льготой. А у нас законопослушные граждане, которые вот, ну, сдают квартиры, сами подходят? Или... А если физический человек, допустим, у нас же очень много таких случаев тоже, просто, вот, допустим, родственнику или там другу. Такие варианты у нас, ну, как вообще есть такое у нас? Ну, обязанность уплачивать у нас прописан в Конституции, 57-я статья, да, каждый обязан уплатить налоги, законно установлены, соответственно, обязанность возникает тех, кто получает доход, да. Но бывают и, конечно, несознательные граждане, и бывают случаи, когда вот, да, скажем так, добрые люди, соседи, знакомые могут сказать, да, донести до налоговой службы, что человек сдает, получает доходы. В этом случае, конечно, будут направляться письма, выявляются такие лица, да, и как бы мы будем принуждать к этой обязанности. Понятно. Про мой налог расскажу, да? Мгм. Вот зарегистрироваться в качестве самозанятого лица — это очень просто. Нужно будет скачать только приложение «Мой налог» называется. Он есть и в App Store, и в Play Market, и в RuStore. Да, регистрируйтесь бесплатно, скачивайте это приложение. Вам нужно будет только наличие паспорта
И с этим паспортом вы удаленно регистрируетесь как самозанятое лицо, вам не надо будет приходить в налоговую службу. Все это делается в течение 10-15 минут. Это простая процедура. Очень просто. А как считается НДФЛ при продаже квартиры, полученной, допустим, вот, в наследство? Ну, опять же, тут нормы действуют, которые, да, получение дохода от неблизких родственников. По семейному кодексу у нас близкие родственники – это муж, жена, это дети, родители. То есть, если вы получили доход, да, наследство от тети, дяди, то в этом случае вам придется подать декларацию, что вы получили доход и уплатить налог. А если это близкие родственники, да, то обязанность как бы уже не возникает. Закон это предусматривает. А какие вычеты и освобождения от уплаты НДФЛ вообще вот предусмотрены кодексом? Ну, у нас есть, да, вычет в размере 250 тысяч. Если человек продал свой транспорт, да, например, на сумму меньше этой суммы, 250 тысяч, то обязанности, опять же, не возникает. Нулевые декларации подать не надо. И также освобождаются те, кто получил доход от продажи имущества, то есть квартиры, частных домов, комнат. Да. Если сумма меньше миллиона, то опять же декларировать не надо. А есть какой-нибудь самый легкий и простой способ там, заполнить декларацию, там, 3 НДФЛ? Да, вот самый простой способ – это через наш сайт «Личный кабинет налогоплательщика». Регистрируйтесь там, но для регистрации вам нужно будет один раз подойти к нам с паспортом для получения пароля от личного кабинета налогоплательщика. Либо, если у вас есть подтвержденный профиль от госуслуг, можно также через эти госуслуги зайти к нам. Зайти на наш личный кабинет. На сайте www.nalog.gov.ru есть личный кабинет налогоплательщика. Зайти туда, и там уже получается все уже предзаполнено за вас. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, ваш ИНН, ваш объект, который вы продали, да? Вам нужно прописать только сумму продажи и до этого сформировать свою электронную подпись, которая тоже делается бесплатно. Все это тоже можно делать удаленно. Прописывайте свой доход, полученный от продажи квартиры либо транспорта, да? И также направить в налоговый орган. А вообще вот, то есть один раз это делается, да? Один раз получил доступ к личному кабинету, да? Да. И регистрирует прямо в личном кабинете свой пароль, да, который знает только сам человек, да. Также он может восстановить его с помощью электронной почты, то есть в личном кабинете указывает, заполняет раздел, да, наименование своей электронной почты, и, соответственно, если человек забыл пароль, может восстановить через свой email, свою электронную почту. И хотела вот еще дополнить насчет льготы. Да, у нас с прошлого года появилась тоже льготная такая ситуация, то есть заработала норма для многодетных семей, то есть лица, у которых больше 2 и более 2 детей, да, они могут освободиться от декларирования, то есть если они в течение года продали свою квартиру и тут же купили новое жилье, да, они могут освободиться. Тут работает опять же ограничение. Если человек купил квартиру, площадь которого или кадастровая стоимость больше, чем старая квартира, да, то есть должно быть улучшение жилищных условий. И также сумма, конечно, продажи не должна превышать сумму 50 миллионов рублей, и также у этого лица не должно быть другого жилья, которое больше, чем 50% купленной жилплощади. И в этом случае, да, они не декларируют, но мы рекомендуем направить, опять же, через личный кабинет такое уведомление, да, я вот предлагаю тут документы своих детей, да, свидетельство, что у меня есть 2 детей, у которым не больше 18 лет или учатся очном до 24 лет, да, предлагают документы и просит, да, освободить от декларирования. В этом случае проверяются данные и, соответственно, снимается с этого многодетного, да, родителя обязанность по декларированию.
Согласно статье 119 Налогового кодекса Российской Федерации, непредставление налоговой декларации влечет взыскание штрафа в размере 5% от суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, за каждый полный и неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей. Вот как раз я хотела поговорить по льготам, по имущественным налогам. Кто вообще по закону входит в этот список? По закону, да, у нас входят это пенсионеры и либо предпенсионеры. С прошлого года пенсионный фонд нам направляет эти сведения самостоятельно. Но если они не сделали этого, да, проще всего зайти через личный кабинет, и там в профиле есть категория льготы. Если у вас льгота уже на вас оформлена, можно будет там посмотреть, проверить. Также льготами у нас пользуются многодетные семьи, у кого более 3 детей, ветераны боевых действий, герои Советского Союза, герои Российской Федерации, да, инвалиды 1 и 2 категории. Ну, и Дети-инвалиды, да? дети-инвалиды, вот да. по федеральному закону у нас категория льготников большая, да, и ознакомиться с этим списком можно у нас на сайте налог.ру. Есть электронный сервис, называется она «Справочная информация по ставкам и льготам». То есть можно зайти в сервис и ознакомиться с этими ставками и льготами. У нас еще по закону дополнительные льготы могут принять муниципальные органы сами, да, то есть опять же ознакомиться с этими дополнительными льготами тоже можно в этом электронном сервисе. Мгм. То есть налог на имущество, на земельный, транспортный, да. Налог на имущество и земельный налог, это считается как местные налоги. Они устанавливаются администрацией населенного пункта. Например, в городе Якутске свои ставки, в городе Нерюнгри свои ставки. А транспортный налог, он у нас региональный. Он устанавливается у нас... Всех один. Да. А земельный? Они, да, Тоже имущественные и земельные налоги, они местные налоги. Мгм. Понятно. Так, что-то хотела... Ну, у нас идет как раз сейчас, опять же, кампания, да, по льготам. То есть мы сейчас принимаем заявление на льготу. Основная масса, конечно, по активном порядке, то есть в беззаявительном порядке. У нас информация с пенсионного фонда поступает по сразу. пенсионерам, да. Дают информацию, опять же, муниципальные органы, органы социальной защиты, которые, да, многодетные, там, инвалиды. И по этим у нас поступают сведения. Но может получиться так, что не пришли до некоторых сведения по некоторым лицам. В этом случае рекомендуем направить физическим лицам самим, да, заявление, вот, предоставьте мне льготу. Да, какие документы? Они лучше, конечно, направить через личный кабинет. Тут в этом случае форма, опять же, предзаполненная, быстро заполняется, прилагается только документ, да, на льготу. Если человек инвалид, это справка медицинская, что он получил, или там многодетный, прилагает свидетельство о рождении детей. И вот может получить в этом случае льготу. Рекомендуем направить вот эти льготы как бы в первом квартале, да, или вот апрель уже наступает, можно и направить в апреле, да, потому что с мая месяца у нас начинается исчисление налогов имущественных. То есть лучше, конечно, чтобы сведения о льготе были учтены, да, при начислении налогов, поэтому рекомендуем направить его вот сейчас, прямо сейчас, в течение марта-апреля. Вот меня всегда волнуют пенсионеры. Как они вообще вот пользуются электронными этими видами связи с гаджетами? Они как-то заполняют, отправляют вам, да, или сами подходят? Ну, основная масса, да, уже электронными сервисами пользуются. У нас народ, как говорится, якутяне очень, да, продвинутые. Практически и пенсии получается, да, они электронно же все равно в банках уже как бы на карточках. И народ уже приученный использоваться электронными сервисами. Мы рекомендуем, мы и объявляем, чтобы если человек, да, очень пожилой, не может сам направить, да, свои документы, то, конечно, мы рекомендуем, чтобы родственники, да, дети, внуки помогли своим, да, пожилым людям пользоваться, да, электронными сервисами, чтобы они ножками к нам не ходили, да, а удаленно из дома могли все сведения получить и направить. Вот вы сказали про активном порядке. Кто вот пользуется этими льготами?
Кому предоставляете? Проактивным это, то есть, сведения, которые поступают у нас с органов, да, с других органов. Как уже сказала, это пенсионный фонд, социальная защита, да, муниципальные органы и так далее. То есть все нотариусы, да, все сведения у нас поступают именно с этих органов. Росреестр, да, например, сведения дает по имуществу, да, кто продал, кто там купил, у кого какая собственность. Все это есть у нас, получается, все сведения, информация поступает, но бывает, что человек, да, вот недавно вышел на пенсию, и получается, что сведения не пришли по нему еще, и налог исчислен в полном размере, да. В этом случае человек может донаправить свое заявление, да, что я вот предложить документы свои, и в этом случае мы делаем перерасчет налога, соответственно, налог снижается. А есть ли сроки по предоставлению заявления по льготе? Ну, желательно делать, да, как сказала Валентина Владимировна, в первом квартале до апреля месяца, до начисления налогов. Так как позже это надо будет уже править, и вам налоговое уведомление повторно не направят. Оно будет уже исчисленной суммой налога, которая до 1 декабря у нас за 2022 год. А жители арктических улусов какие льготы получают? Есть у них какая-нибудь такая возможность? Да. С 2019 года у нас, да, принято вот решение законодательное, что арктическая зона освобождается от имущественных налогов, то есть независимо от количества там транспорта, квартир, земель, они освобождаются от уплаты имущественного налога, но только в части имущества, которое находится именно вот в этих арктических зонах. Если человек живет там где-то, да, в Анабаре, арктической зоне, он освобождается от уплаты своей там квартиры, частного дома, транспорта. Но если у него есть квартира, например, в городе Якутске, да, то в этом случае ему придется платить налог, да, именно по имуществу, которое находится здесь, По в местным городе. налогам. А подробную информацию вот о льготах в конкретном муниципальном образовании где можно посмотреть? Ну, также, да, в нашем сервисе справочная информация о ставках и льготах. Выбираете свой район, и программа выдаст вам постановление, по которому либо есть льгота, либо ставка, по которому нужно будет платить. Это справочная информация о ставках и льготах на нашем сайте налоговой службы. Также у нас имеются калькуляторы, то есть человек может самостоятельно рассчитать еще свой налог, да, и тоже на сайте в электронных сервисах имеется вот калькулятор транспортного налога и калькулятор земельного налога и налога на имущество, они называются, и можно самостоятельно уже посчитать даже до покупки, да, посмотреть, например, транспорт, сколько он будет стоить по налогам, да, потому что имеется категория транспорта дорогостоящих, да, и определенный список, по которым ставка повышенная. Полностью освобождаются от уплаты налога герои Советского Союза и Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом славы 3 степеней. Инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны и других боевых операций по защите Советского Союза из числа военнослужащих, проходивших службу, а также партизаны, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, военнослужащие или бывшие военнослужащие, имеющие общую продолжительность службы 20 лет и более, члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, пенсионеры, родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. Если налогоплательщик, ну я имею в виду физическое лицо, да, не заплатит вовремя, что в этом случае происходит? Имущественные налоги. Да. Да. Ну вот опять же начинается, да, со дня, как уже сказали, со 2 по практически декабря, да, к сроку не уплатили, начинаются пени. И опять же, если человек все равно не уплачивает, да, направляются требования, потом идут уже ограничения по расчетному счету могут быть, да, заблокировать расчетные счета могут и снять, то есть будут уже в дальнейшем работать приставы, да, судебные приставы, или даже дело может пойти на суд, да. То есть, вот, кстати, да. И пени начисляются ежедневно до момента погашения. Пеня будет день. расти каждый день. Вот, кстати, в каких случаях налоговый орган обращается в суд? Ну, в случае, когда налогоплательщик сам добровольно не погасит эту Злостный, задолженность. да, Да. или... Образуется задолженность по налогам, да, и человек как бы избегает или не платит в этом А случае. есть какой-то конечно, определенный такое там срок или период?
До 1 Или декабря им нужно будет все равно погасить. Но Да. если, да, вот не уплачивает, у нас полгода, 6 месяцев как бы органы ждут, да, и требования, если по требованию человек не платит, через полгода уже может выйти решение, да, направиться на взыскание в судебные органы или в судебные приставы. То есть, могут наложить, да, за счет имущества, да, если сумма очень большая, то есть приставы могут нагрянуть к вам домой, и там можете взять буквально бытовую технику, да, или транспорт, да, чтобы потом в дальнейшем его на погашение налогов направить. И вот небольшое напоминание. Если у вас транспорт находился в собственности в 2022 году в январе-феврале, то в этом году вам все равно надо будет ее заплатить. Так как вы считаете, что уже прошло 1,5 года, вы не должны оплачивать, но в этом году мы платим налоги за 2022 год, январь-февраль. Если оно было в собственности, то все равно надо будет заплатить за эти месяцы. Потому что многие думают, что им уже не надо оплачивать налоги. А вообще, как вот рассчитывается и оплачивается налог на имущество? Проще, по-простому, если объяснить. Вот как сказали, народ думает, мы продали транспорт, и все уже. А на самом-то деле налог начисляется по истечении года, то есть когда прошел уже год, да. Мы в этом году платим за прошедший 2022 год, да, по сроку 1 декабря этого года, то есть 23-го, да. И народ, конечно, думает, что мы в прошлом году продали и уже ничего не будем платить. А на самом деле налог исчисляется именно за прошлый год. То есть если они продали в августе, то за 8 месяцев налог будет начислен. Соответственно, они обязаны будут платить этот налог. За этот период именно. За этот период владения имуществом. А есть какие-то другие льготы, да, вот помимо пенсионеров, там, многодетных? Как вообще получить льготу? Определенная категория, она же, да, установлена именно налоговым кодексом, сказали, уже федеральный список имеется, и плюс еще дополнительные льготы муниципальные органы сами могут. На местах? На местах, да, решается. Это, и принимают они решения ежегодно, то есть они могут менять, в этом году давать, в следующем не давать, да. То есть категория может меняться. Поэтому надо обязательно регистрироваться в нашем личном кабинете налогоплательщика, смотреть справочник льгот и ставок и отслеживать. Еще хотела вот напомнить про единый налоговый счет. Да. Что это такое? Очень много вопросов у нас бывает. Ну вот с этого года это нововведение, то есть мы все перешли на единый налоговый счет. Это норма, от которой нельзя отказаться, то есть это и для физических лиц, для юридических, для индивидуальных предпринимателей. Такой открыт, скажем, виртуальный кошелек, да, он открыт у нас, никому бегать и, как говорится, насчет этого открытия этого счета двигаться не нужно, ничего не надо, это уже все открыто у нас в базе налогового органа. В этот счет у нас идет объединенная сумма, да, то есть совокупная сумма обязанностей по налогам. То есть если ранее у нас человек, да, например, физическое лицо по каждому налогу, по транспорту, по земле, по имуществу, отдельные вот такие счета, да, карточки открывались, то в этом году он в личном кабинете увидит только один счет. То есть плательщик... Только одну сумму, да, одну сумму, то есть и он понимает, что сколько должен, да, налога платить или вообще не должен, то есть это общая сумма будет. То есть если в одном раньше у нас по одному налогу, если задолженность была, по-другому переплата, да, в любом случае человеку надо было заплатить эту задолженность по конкретному налогу, а в связи с переходом ИНС, да, у нас будет, как говорится, переплата и задолженность будут между собой перекрыты, да, то есть если у вас переплата, оно покроет обязанность, задолженность другого налога. Реквизиты у нас сейчас поменялись. Мы теперь платим в МИУДОЛ по Тульской области. У нас некоторые спрашивают, почему по Тульской области, да? Потому что там у меня нет имущества, ни машины, ничего. Почему именно в Тульской области? Там проходил пилотный проект в течение 4 лет, да, по-моему, и поэтому решили сделать в одном месте, чтобы все специалисты и все налоги были в одном месте, чтобы не было путаницы, куда оплачивают эти налоги, либо в Москву, либо в Якутск, либо в Алдан. Все сделали по реквизитам Тульской области, все оплачивается в одно место.
Указываете только свой ИНН и сумму платежа. Сумма будет проходить вот в единый налоговый счет, она упадет. Упростили. Понятно. То есть человек, гражданин, может самостоятельно изучить у себя в личном кабинете, да, про налоговый счет? У нас также на сайте открыта промо-страница, называется «Все о ЕНС». Зайдете в наш сайт, увидите эту промо-страницу, там все подробно указано. Есть вопросы-ответы, почему, есть помощник по ЕНС, как составить налоговое уведомление, просто уведомление. Что такое вообще единый налоговый счет. Там можно ознакомиться. А вообще управление, наверное, какую-то работу ведет все равно, да, по информированию вот ИНС? Да, у нас каждую неделю по 2 раза проходят вебинары. Мы рассказываем по различным темам, как составить налоговое вот это уведомление, что такое вообще единый налоговый счет, какие ошибки допускаются налогоплательщиками. Все это можно узнать на нашем сайте, график семинаров «Все о ЕНС», информация о нашем регионе, и там есть графики публичных семинаров. Можно зайти и посмотреть, когда они у нас проходят. В основном сейчас мы пытаемся делать в электронном виде, через видеоконференции. Можно подсоединиться через ссылку, которая там указана, да, и в назначенное время, и послушать. Это абсолютно бесплатно и просто. На этом наша передача подошла к концу. Я еще раз благодарю за то, что вы приняли наше приглашение. И спасибо, всего хорошего. Вам спасибо. До свидания. Уважаемые телезрители, удобнее всего подать декларацию по форме 3 НДФЛ через личный кабинет налогоплательщикам, а также через МФЦ или непосредственно при личном визите в налоговую службу. Как говорится, платите налоги и спите спокойно. На этом на сегодня все. Всего хорошего. До свидания. Если вы попали в спорную ситуацию и хотите стать участником нашей передачи, то отправляйте сообщение по указанному адресу электронной почты и номеру телефона.